то, что произошло в Таджикистане сейчас, это, скорее всего, наверное, является апогеем той борьбы и правительства против партии Исламского Возрождения. Ведь многие ваши сторонники уже сидят в тюрьме, многие уехали. Сейчас осуждена элита вашей партии, это 16 человек, высокопоставленных представителей вашей партии. Вы сами находитесь за границей. Можно ли сказать, что план Эмомали Рахмонова по искоренению исламской оппозиции в Таджикистане удался? Вы правильно заметили, что план еще, программа или план по ликвидации нашей партии начались сразу же после парламентских выборов 2010 года, и власть шаг за шагом пошла, двигалась вперед, и в 2015 году им удалось закрыть нашу партию, но это не означает, что партия прекратит свою деятельность. В истории немало случаев, когда политические движения, партии, они, находясь за границей, в миграции, они перестраивались и, продолжая борьбу, добились своего. Но вы же сами понимаете, насколько тяжело это будет делать, господин Кабири, тем более, что вы сами находитесь за границей, а людей сажают внутри страны. Я не сказал, что это легко. Конечно, это очень тяжело, это понимает тот человек, который находится в нашей ситуации. Я думаю, что партия уже перешла вот этот сложный момент, когда мы все были в шоке. И постепенно мы приходим к себе. И я думаю, что в дальнейшем будем выстраивать работу таким образом, чтобы могли бы не только оставаться на сцене, но и добиться определенных целей. Наша задача не заключается в том, чтобы доказать людям, что мы все еще существуем. Это несерьезно для политической партии. У политической партии должна быть более конкретная задача, а у нас есть задача это добиться освобождения наших членов, а также добиться программы «Максимум», то есть построения свободного демократического общества в Таджикистане. Господин Кабири, для очень многих, тех, которые уже не помнят события 90-х годов, когда в Таджикистане была гражданская война, название партии Исламского Возрождения в контексте сегодняшних событий в мире вызывает опасения. Скажите, пожалуйста, вот вас называют иногда исламистами. Что вы скажете? Это национальная партия, которая базируется на национальных, общечеловеческих, религиозных ценностях. Мы об этом говорили, будем говорить, все это закреплено у нас в учредительных документах. И, кстати, еще в прошлом году мы собирались менять программу и устав партии. Даже речь тогда шла о изменении названия партии, поскольку, как вы заметили, на сегодняшний день работать под лозунгом или под названием исламской партии в движении очень сложно, поскольку весь мир сейчас фокусировался на борьбу с так называемым исламским терроризмом. И как только мы объявили о том, что будем менять название партии, как раз у нас конгресс партии или съезд партии был назначен на сентябрь 2015 года, скорее всего, правительство начало форсировать события для того, чтобы не допустить реформы партии. Им выгодно было всегда иметь более радикальную оппозицию. У меня последний вопрос, господин Кабири. Это относительно мирных соглашений, которые были подписаны в 1997 году и явно нарушаются сейчас правительством Таджикистана. Обращались ли вы к гарантам этого соглашения Иран, Россия, а также в ООН с просьбой обратить внимание на то, что происходит? К сожалению, кроме ООН и некоторых государств, никакой реакции со стороны основных гарантов мирного соглашения России и Ирана не поступило. Мирное соглашение окончательно нарушено.